Последние прыжки перед закрытием чемпионата должны стать решающими в борьбе за вторую и третью ступень пьедестала. Победитель уже определился, а вот за призовые места сражается команда ЦСКА «Микс» и сборная Словении. У ребят в сумме несколько десятков тысяч прыжков, и эти соревнования для них лишь очередные в длинном списке. Однако уступать ни одного балла соперникам никто и не думает. Лучший результат в командах показывает Дмитрий Максимов. Кстати, во многом благодаря нулям Дмитрия команда ЦСКА «Микс» в итоге на втором месте. Задача с 1000 метров попасть в мишень диаметром 2 сантиметра. Вот то, что я сейчас сделал. Когда запищало, это значит попал. Очень классное место. Классные люди. Здорово принимают. Отлично. Очень прям. Сборная Словении с опытными спортсменами на третьей строчке, а в личном зачете среди мужчин победу одерживает Алексей Быков. Ну а среди представительниц прекрасного пола лучше всех зарекомендовала себя Таисия Кривощекова. Девушка признает, в следующий раз выступит намного лучше. Надеется обязательно вернуться в Ингушетию. Мне очень нравится прыгать на ограниченные площадки. У меня какая-то концентрация появляется. Супер концентрация. И просто вот эти все здания, заборы, я их стираю. То есть я представляю, что я прыгаю в обычное чистое поле, что все стабильно, ничего не мешает. Я на эти соревнования попала случайно, потому что другая девочка отказалась. То есть я бы могла сюда и не приехать, а если меня в следующем году пригласят, я буду очень счастлива, потому что мне здесь нравится. Соревнования соревнованиями, а гостеприимство всегда на первом месте. Несмотря на то, что у мусульман месяц поста, один из жителей привез для гостей бесплатно бочку с холодным квасом. Атмосфера, прием и готовность помочь – все это царит на соревновательной площадке. А с высоты птичьего полета Ингушетии еще прекраснее, признаются парашютисты. Последние прыжки с ингушским флагом совершает ингушская команда. Для них этот чемпионат стал в первую очередь возможностью набраться опыта. Почти попал в центр нашего зачетного круга. Награждения победителей и призеров не затягивают сразу после финальных прыжков. А перед этим с приветственным словом к собравшимся обращается глава региона. Проявить истинное ингушское гостеприимство мы сможем, если гости останутся чуть подольше, отметил Юнусбек Евкуров. Главное не победа, а участие. И очередной раз тот, кто был, еще раз увидел, что Ингушетия развивается. Тот, кто не был, увидел красоту нашей республики. Я вот в прошлый раз говорил Денису Добрякову, что не только приехать выступить, а надо выбрать так, чтобы у нас было еще 2 дня после соревнований. Проехать в горную часть, пройти культурную программу, отдохнуть. Получается, приехали, выступили, уехали, как-то вот не совсем здорово. Гостеприимство мы не можем показать хорошего. Поэтому те, кто останутся сегодня и завтра здесь, мы организуем экскурсию, культурную программу. Самое главное, что не было ЧП и не было ущерба для республики. В прошлом году, я помню, один парашютист там провода оборвал нам. Ущерб нанесли республике. Первое место за командой ЦСКА мужчины. Грамоты, медали и кубки лучшим вручают все вместе. Второй стала команда ЦСКА «Микс», а третья за сборной Словении. Таким образом, Россия еще раз доказала, что является плацдармом для подготовки лучших парашютистов в мире. Но и в Ингушетии этот вид спорта имеет большие перспективы. Мы вчера было такое негласное совещание и, в принципе, единогласно хотим выступить с предложением для главы, чтобы эти соревнования придать соревнования дружбы народов и пригласить сюда действительно всех друзей, всех тех, кто неравнодушен как к России, так и к Ингушетии, и провести здесь яркие, красивые соревнования. Благодарность парашютисты выразили также и главе Ингушетии. Памятные подарки, среди которых картины и часы. Последние, кстати, глава региона отдал капитану сборной Ингушетии. Для Адама Картоева это станет отличным стимулом расти дальше в профессиональном плане. У меня получился хорошая возможность бывать на ингушской земле. Я многократный директор чемпионата Европы и чемпионата мира. И проводил много соревнований. Честно и ответственно могу сказать, ового года 6-й тур проведен на европейском международном уровне. И Министерство спорта Республики Ингушетии готово проводить соревнования первого класса, как чемпионат Европы и чемпионат мира. Уже через несколько часов на стадионе имени Дьякова в Сунже будет, как и прежде, пусто, но в следующем году, а может быть и пораньше, парашютисты со всей России и других стран мира съедутся сюда, чтобы побороться за звание лучшего. И уже тогда этот турнир вполне возможно будет носить название «Дружба народов», как и планируют организаторы в будущем.